Слушайте, участвуйте. Доброе утро. Доброе утро, Дарья Кучеренко. Илья Жарницкий. И за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Это «Уфимский разворот» на «Эхе Москвы» в Уфе. В таком составе будем до конца недели. Я напомню наши координаты. Номер для СМС-сообщений +7 927 304 10 51. У нас сегодня очень много тем. Тут и с конца прошлой недели, и за выходные накопилось. Ну, да, давайте начнем с того, что мы обсудим про митинги Навального, то, что их не согласовывают, прокуратура не нашла там нарушений. Поговорим также о том, что Рустем Хамитов сказал по поводу телефонного терроризма. Он считает, что надо повышать уголовное наказание за это. Поговорим про благотворительную акцию в школе. Там собирали дети посылки детям Сирии. Также про вирус ящера. Фермера, которого обвиняют в том, что он распространил этот вирус, ему выдали штраф 3000 рублей. Ну, еще не выдали, но если вдруг его будут штрафовать, что, скорее всего, произойдет, штраф составит 3000 рублей. И также есть у нас интересная тема с памятником воину-коннику башкирскому в Нидерландах. На эту тему мы также поголосуем. Да, а сначала мы бы вам хотели сказать про то, что голодовка дольщиков в Стерлитамаке закончилась. Та голодовка, та акция, о которой мы здесь регулярно в эфирах рассказывали. В итоге она продлилась, так, сколько дней она продлилась? Получается, где-то 19 или почти 20 дней, да. Почти 3 недели длилась эта голодовка дольщиков в Стерлитамаке. И, как написала Зульфия Гайсина, она член движения «Открытой России», и она как юрист занимается проблемами дольщиков в Башкортостане. Дольщики в Стерлитамаке были вынуждены приостановить голодовку по рекомендации врачей. Их состояние здоровья очень сильно ухудшилось, они сдали анализы, и вот анализы показали, что нужно, в общем, срочно эту голодовку прекращать, начать прием пищи и ряд лекарственных препаратов еще пропить тоже. И ты знаешь, вот о чем я тут подумала. Как раз на выходных была новость, или в конце прошлой недели, ну вот до сих пор ее, вот я сейчас слышала в московских новостях, Эхо говорила о том, что Путин полетел в Челябинск и созвонился прямо из самолета с обманутыми дольщиками, да, вот он так прям позвонил этой там женщине и спросил, в чем проблема у нее там. И пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в своем комментарии сказал такую вещь, что мы наблюдаем дефицит общения, что очень важно было, да, пообщаться с этими людьми, понять, в чем их проблема, вот просто выяснить, да, поговорить с ними. И вот дольщики в Стерлитамаке были лишены этой возможности. Они были лишены возможности быть услышанными, потому что администрация Стерлитамака и администрация Стерлитамакского района, там непонятно, к кому на самом деле они относились, просто к ним не приходила. Она могла бы не решать проблему, даже если у нее нет возможности это сделать. Они могли бы просто прийти по-человечески, мне кажется, пообщаться, понять вообще, насколько эти люди дальше серьезно настроены, как-то, ну, просто вот выразить свое участие в этом как власть. Но они вот посчитали, что они выше, наверное, этого. Я так-то расцениваю. Ну, а сейчас, когда голодовка закончилась, они, наверное, выдохнули и думают, что, ну, вот, все закончилось, и, слава богу, пронесло. Но эти дольщики голодовку устраивали не в первый, даже не во второй раз. Они устраивали ее в третий или в четвертый раз. И я думаю, что если их проблема не решится, они к подобным методам прибегнут еще, и мы еще о них услышим. Давайте теперь к темам, которые мы заготовили. Например, про штаб Навального в Уфе поговорим. Да. Что произошло? Прокуратура не нашла нарушений в многократных отказах штабу в проведении митинга. Они хотели провести митинг-встречу с Алексеем Навальным, и более 750 раз им уже отказали в этом. И Лилия Чанышева, координатор Уфимского штаба, выложила у себя в Фейсбуке документ с ответом от человека по имени Рамиль Тавлакаев, который является помощником прокурора республики. И, значит, там написано, что никаких нарушений нет. И также Лилия Чанышева говорит, что была информация о неких искаженных сведениях в электронных журналах, но они на самом деле не подавали жалобу по этому поводу, им просто не предоставляли. Мне кажется, это не очень понятно, что к чему. В жалобе координатор штаба
написала, что, во-первых, какие нарушения, на ее взгляд, были при отказах в согласовании площадок. Площадку альтернативную не предоставили. Не предоставляли альтернативную площадку. Согласовывали мероприятия каким-то бюджетным учреждением, которые, по мнению Чанышева, аффилированы с администрацией. И в законе в числе организаторов, как возможные участники публичных мероприятий, не прописано. То есть, говоря простым языком, они не имеют права проводить публичные мероприятия. Тем не менее, они эти заявки подают. И Чанышева указывала, что в суде, когда они просят показать журнал регистрации этих заявок, им не предоставляют эту возможность. Ну, то есть у них просто нет возможности посмотреть, а действительно ли раньше, чем их заявка, поступила заявка, например, от детского и подросткового клуба какого-нибудь. А прокуратура это немного иначе трактовала, насколько я поняла из комментариев Лилии Чанышевой, и посчитала, что они имеют в виду некие искаженные сведения в электронных журналах. Но в любом случае прокуратура по всем пунктам нарушений не нашла и сказала, что все в порядке. Можете через суд теперь добиваться обжалования вот этих отказов в согласованиях. Ну и штаб решил, что они будут ежедневно пикетировать Белый дом, и там будет стоять как минимум один волонтер с требованием согласовать митинг. И да, интересно, сколько это будет продолжаться. И ты знаешь, вот я, когда это было, по-моему, в пятницу это было, слушала утренний разворот, который вели наши коллеги Александр Плющев и Ирина Меркулова, и они включали там в своем эфире нашу программу «Говорим по-башкирски», когда они говорили про языки и про то, какая языковая ситуация в разных регионах, в частности, в Татарстане. И они как раз включили «Говорим по-башкирски», где было, что штабу Навального 259 раз отказали в согласовании митингов. И они говорят, ничего себе, представляете, в Башкирии 259 раз отказали. С ума сойти. А с тех пор прошло немного времени, да. На самом деле это был не самый свежий выпуск нашей рубрики «Говорим по-башкирски». И на самом деле штабу Навального отказали уже гораздо больше раз. Да, уже более 700 раз. И, видимо, власти на этом останавливаться не собираются. На рекорд идут просто. Еще одна новость про кандидатов в президенты, но, правда, уже не про Алексея Навального, а про Ксению Собчак появилась в конце прошлой недели. Дело в том, что исполнительный директор «Открытой России» рассказал независимой газете о том, что «Открытая Россия» будет поддерживать избирательную кампанию Ксении Собчак. Вот я открыла статью от 10 ноября. Санкцию на ее поддержку, имеется в виду Ксении Собчак, по информации независимой газеты, дал личный основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский. Я, насколько понимаю, тут все будет зависеть от желания регионов. Вот если регионы захотят у себя поддерживать избирательную кампанию Собчак, то они могут это делать. Ходорковский дал разрешение это делать. Нам интересно, а что будет происходить в Башкортостане? Поэтому мы сейчас будем звонить координатору движения «Открытая Россия» в Башкортостане Андрею Потылицыну и зададим ему вот вопросы по поводу поддержки Ксении Анатольевны Собчак. Ну вот смотри, уже сформированы команды в Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Томске, Тюмени, Саратове, Санкт-Петербурге. То есть там «Открытая Россия» будет уже поддерживать Ксению Собчак. У нас Андрей Сергеевич на связи. Андрей Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Я, насколько понимаю, Михаил Ходорковский дал, так сказать, разрешение на то, чтобы «Открытая Россия» поддерживала кандидатуру Ксении Собчак на предстоящих выборах. И, насколько я понимаю из публикации независимой газеты, это зависит от желания координаторов в регионах. Вот будете ли вы в Башкирии поддерживать кандидатуру Ксении Собчак? Ну, на самом деле, все это выглядит чуть даже проще, чем вот вы описали. На данный момент принято решение о том, что любой из членов «Открытой России», в принципе, как и раньше, вправе в частном порядке поддерживать любого из кандидатов, выдвинутых, вернее, из потенциальных кандидатов в президенты, помогать ему, в том числе такое решение было принято по Алексею Навальному, а конкретную позицию движения в отношении всех кандидатов, выдвинувших свою кандидатуру на
выборы президента России будет формировать конференция движения, так вот уставом заложено вообще-то, значит, которая состоится в первой декаде декабря, и там уже будет официальная позиция движения, которая будет принята коллегиальным образом, то есть всем движением. Ну, смотрите. На данный момент все члены движения вправе поддерживать в той или иной форме, скажем, там, Ксению Собчак. Понятно. То есть вы можете поддерживать любого кандидата. Владимира Путина тоже, получается. Ну, естественно, того кандидата, позиция которого не расходится кардинально с позициями движения. Естественно, Путин в число таковых не входит. Понятно. Но при этом вот вы это знали, соответственно, не нужно было никакого еще дополнительного там разрешения, дополнительной команды давать для того, чтобы поддерживать Ксению Собчак. Но, насколько я понимаю, вот было что-то подобное. Было решение Совета движения, в которое я вхожу, который именно так и сформулировал, что члены движения вправе поддерживать. Это отдельное решение было, потому что, ну, в общем-то, я настаивал на его существовании этого решения, потому что люди задают очень много вопросов, они как бы там связаны там, с этикой какой-то внутренней, с политической, там, с человеческой. И вот это решение, оно, в принципе, разъясняет ситуацию. То есть люди вправе это делать. А скажите, доброе утро, Андрей Сергеевич, Да. Правильно ли я понимаю, что будет также какая-то финансовая поддержка компании Ксении Анатольевны? Ну, есть. Вы имеете в виду со стороны движения «Открытой России» или Ходорковского? Ну, я так понимаю, что Михаил Ходорковский как-то из личных средств планирует финансировать, а на «Открытой России» это как-то отразится? Нет, значит, Михаил Борисович официально и лично заявил о том, что финансовой поддержки выдвижения, значит, Ксении Анатольевны Собчак он совершать не будет. Угу. Это раз. А то, что, ну и, естественно, само по себе движение «Открытая Россия» как движение, финансовой помощи, значит, этой компании оказывать тоже не будет и не может. Это как бы и по закону не очень получается, значит, так далее, потому что движение не зарегистрировано в Минюсте. А опять же, закон допускает личную персональную помощь любому кандидату со стороны, значит, граждан. Ну, каждый человек вправе в объеме законом финансово поддерживать компанию Навального, компанию Собчак. А вы для себя как решили? Вы готовы поддерживать компанию Собчак? Ну, лично мое отношение такое. Мне очень понравилась история про кандидата против всех. То есть вот именно эта формулировка. То есть, и потому, ну, вероятнее всего, конечно, я за Собчак, чем против, так скажем. Ну, вам же придется выбирать, поддерживать кандидатуру Алексея Навального или поддерживать кандидатуру Собчак. До этого вы вроде как позиционировали себя как человек, поддерживающий Навального. Мне придется делать этот выбор, если я увижу в бюллетене эти две фамилии. Но для того, чтобы до того, как увидеть эти в бюллетене фамилии, нужно же, наверное, будет какую-то кампанию там тоже вести в регионе. Нет? Вы не ставите какую-то задачу? Ну, учитывая некую специфику проведения кампании Алексея Навального в Башкирии, я отдаю себе отчет, что значит, мне вряд ли удастся в ней участвовать активно, потому у меня с этим проблем нет никаких. А кто-то из регионального отделения «Открытой России», отделения «Открытой России» в Башкортостане выразил желание в частном порядке поддерживать Собчак? Да, в частном порядке очень большое количество таких людей. То есть больше, чем те, кто хочет поддерживать, например, Навального? Я, кстати, не соотносил эти вещи. То есть есть люди, которые поддерживают и ту, и другую кандидатуру. Это вполне нормально. Mm-hmm. То есть вот на данном этапе, когда ни один из них не зарегистрирован в качестве кандидата, и неизвестно еще, кого из них зарегистрируют на самом деле. Да? То есть Ксении Анатольевне нужно собрать 300 тысяч подписей, так что это тоже непростая задача. А Алексею еще нужно преодолеть эту логику недопуска. Вот вы приглашали в Уфу Станислава Белковского, который главный политический консультант штаба Ксении Собчак. А не хотели бы вы пригласить им Собчак в Уфу? Не планируете ли вы это делать? Планирую. Планируете. Это не будет зависеть от того, решите ли вы ее поддерживать или не будете ее поддерживать? Нет, конечно, не будет. Да, особенно если, ну, в общем-то, уже заявлено, что она будет пытаться, значит, становиться кандидатом
в президенты. Соответственно, она уже интересна с политической точки зрения, как некий актор, так ведь? Вы наверняка если... слышали то, что про нее говорят, и связывают ее выдвижение с тем, что она якобы ставленник Кремля, то, что она проект Кремля. Что вы думаете по этому поводу? Не то же самое говорят про Навального периодически, так что это все ерунда. Да, но у Навального нет личных близких связей с президентом. Теория заговора, ну, я отношусь к этому достаточно иронично, потому что, ну, по моим сведениям, скажем, лично Путин относился к этому выдвижению очень плохо. Понятно. Спасибо большое. Это был Андрей Потылицын, координатор движения «Открытая Россия». Мы его спрашивали, планирует ли «Открытая Россия» в регионе поддерживать Ксению Собчак. И, насколько я понимаю, это все зависит от решения каждого члена «Открытой России». Хочешь — поддерживаешь, хочешь — не поддерживаешь. Тут, конечно, интересная позиция Андрея Потылицына, и вроде как он ее озвучит попозже, в декабре уже. Ну, я так понимаю, что в основном его позиция в том, что ни одному кандидату не будет предоставлена некая преференция. Всех независимых кандидатов «Открытая Россия» будет поддерживать, насколько я могу его понимать. Я поняла, что это будет зависеть от того, кто попадет в бюллетень. И от этого, конечно. Давайте поменяем тему и поговорим уже про телефонный терроризм. Тут отмечался День сотрудника внутренних дел, и глава республики Рустем Хамитов, выступая в концертном зале, сказал речь по поводу борьбы с так называемым телефонным терроризмом. Дело в том, что в Уфе в последние дни поступало большое количество сообщений о минировании зданий, которые потом оказывались неправдой. Да, и вот он говорит, если буквально его цитировать, на днях 24 таких звонка поступило в наши дежурные службы, 24 раза выезжали те, кому по закону нужно охранять покой и порядок наших граждан, отвлекали такими звонками от текущей деятельности. Понятно, что это не хулиганство, а целенаправленные попытки определенных сил посеять в обществе страх, неуверенность, дестабилизировать работу государственных, культурных, торговых учреждений и так далее. Силовые структуры с этим справляются, также потом Рустем Хамитов говорит о том, что справляются с этими граждане, и в конце призывает поднять планку наказания, уголовную ответственность за такого рода преступления. Потом еще говорит про то, что плохо пропагандировать национализм и религиозный экстремизм. И вот мы хотим у вас спросить, запустить голосование. Согласны ли вы с Рустемом Хамитовым в той части, что наказание за телефонный терроризм должно быть ужесточено? Если вы считаете, что да, так как это позволит снизить количество подобных атак, то голосуйте по номеру 262 72 47. А если не согласны, вам кажется, что это не поможет решить проблему, 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Согласны ли вы с Рустемом Хамитовым в том, что нужно ужесточать наказание за телефонный терроризм? 262 72 47. Да, действительно, это может помочь снизить количество подобных атак. 262 72 47. Нет, это не поможет решить проблему, на ваш взгляд, и вы здесь с главой республики не согласны. 262 72 48 и номер для СМС-сообщений +7 927 304 1051. Слушай, столько конспирологических теорий в голову лезет, когда эти новости слышишь, и когда непонятно, кто за всем этим стоит. И вот знаешь, что меня в основном-то смущает? Что после этого, в контексте этого всего, Рустем Хамитов говорит о том, чтобы вот нужно работать на упреждение преступлений подобного рода, пропаганду национализма пресекать, да, религиозного радикализма, противодействовать вовлечению в деструктивную деятельность молодых людей. А это же все, какая-то гражданская активность, по крайней мере, последняя, да, деструктивной деятельностью у нас еще принято называть, например, участие в митингах, скажем так, да. Вот, пропаганда национализма, это тоже интересно. Что здесь имеет в виду Рустем Хамитов? Ведь в самом по себе национализме ничего экстремистского нет, он у нас в стране не запрещен. Да. И вот я не хочу намекать на то, что там... интересов своей национальности. Что там спецслужбы как-то это сами все организовали, чтобы закрутить гайки. Это прям супер конспирология, конечно же, да. Но что вот этой ситуации, возможно, могут власти воспользоваться, чтобы ограничивать собрания, например, да, какие-то, или запрещать какие-то организации, это, конечно, в
в теории, да, я только предполагать могу, это вероятно, на мой взгляд. Это очень сложная, конечно, многоходовка, очень затратная для государства, учитывая, сколько средств тратится на конечно, то, чтобы да. каждый раз выезжать в какой-то торговый центр или еще куда-то для того, чтобы, да, эвакуацию провести. А здесь есть момент того, что люди, конечно, уже перестают реагировать на подобные сообщения, и мы это неоднократно отмечали, не только мы, когда уже просто, в общем-то, не покидают помещение или не спеша покидают помещение, уже не верят таким сообщениям. А знаешь, вот о чем я думаю? Даже если вдруг будет ужесточено наказание, а по этой статье за телефонный терроризм предусмотрено максимальное наказание 3 года лишения свободы, там штраф, исполнительной работы или 3 года лишения свободы. В случае, если будет доказан ущерб на крупную сумму, то до 5 лет. Даже если будет ужесточено наказание, если допустить, что Хамитов прав, и это действительно не хулиганство, а какая-то спланированная атака, то, мне кажется, таких людей вот это наказание не остановит вообще совершенно. Я больше скажу, это, ну, конкретно по голосованию, это вообще распространенное мнение, что ужесточение наказания само по себе не работает. Ну, вот, например, там приводят часто в пример Китай, где запрещено, где карается смертной казнью воровство, взяточничество, да, но оно там, тем не менее, есть. И как бы дело-то больше в том, как наказание исполняется, да, и ловят ли людей, а не в том конкретно жесткий срок или не жесткий. 262-72-47, вы считаете, что нужно ужесточать наказание за телефонный терроризм. 262-72-48, нет, вы считаете, что это решить проблему не поможет. Еще раз, 262-72-48. Еще немного поголосуем, мы будем уже подводить итоги голосования. Вот жалко, Рустем Хамитов не обозначил, а как именно он хочет ужесточать, да, ну, то есть это прям разительная какая-то разница, да, извините за тавтологию, или это может быть там незначительно. Или просто сказано в контексте всей этой темы, просто так. Так, 262-72-47, вы считаете, что нужно ужесточать наказание за телефонный терроризм. 262-72-48, вам кажется, что это решить проблему на самом деле не поможет. Так, ну, я подвожу итоги голосования. У нас следующий результат. 75% наших радиослушателей считают, что нужно ужесточать наказание за звонки с сообщениями о минировании, которые потом оказываются неправдой. И 25% считают, что, в общем, это решить проблему телефонного терроризма не поможет. Ну, я скажу, что голосование было не очень активное. Надеюсь, что в следующей части нашей программы вы будете более активны. Мы сейчас уйдем на новости. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». 7:30 в Москве. В студии Яков Широков. В эфире новости. Российская сборная вновь столкнулась с угрозой пропустить Олимпиаду. Всемирное антидопинговое агентство на этой неделе откажется восстановить в правах главную антидопинговую структуру из России. По сведениям немецкого телеканала АРД, ВАДА признает, что РУСАДА не соответствует необходимым требованиям. По словам журналиста Хая Зеппельта, после расследования которого разгорелся допинговый скандал, российская сторона не выполнила главного требования признания вмешательства государства в антидопинговую программу. Фактически такое решение Совета ВАДА может привести к отстранению сборной России от участия в играх в южнокорейском Пхенчхане. В Бишкеке погиб гражданин России. Об этом сообщает МЧС Киргизии. По данным ведомства, ЧП произошло в центральной части столицы республики. Гражданин России 90-го года рождения сорвался с 9-го этажа здания многоэтажного жилого дома на улице Чингиза Айтматова. Сообщается по предварительным данным, что молодой человек упал на крышу расположенного внизу магазина. О причинах гибели россиянина пока ничего не говорится. Несколько землетрясений произошло минувшей ночью. Самое масштабное случилось на границе Ирана и Ирака. По последним данным, число жертв этого землетрясения достигает 140 человек. Еще одно землетрясение произошло у берегов Японии, магнитуда 5,8. Очаг располагался в океане. Удар стихии не привел к каким-либо серьезным разрушениям на суше, передает Рейтер. И еще одно землетрясение произошло уже под утро у берегов Коста-Рики.
Американское подразделение телеканала «Арти» к сегодняшнему дню должно зарегистрироваться как иностранный агент в США. Ранее главный редактор «Арти» Маргарита Симоньян подтвердила, что канал пойдет на этот шаг. Американский Минюст нам не оставил выбора. Юристы нам говорят о том, что если мы не зарегистрируемся как иноагент, то руководитель компании в Америке может быть арестован. Могут быть арестованы счета компании. В общем, в такой ситуации компания работать точно не сможет. Между такими последствиями и регистрацией в качестве иноагента мы вынуждены выбрать регистрацию, хотя, безусловно, мы категорически не согласны с этим требованием. Мы считаем, это требование не просто противоречит законодательству, и мы намерены доказать это в суде. Это требование является дискриминационным. Оно противоречит и принципам демократии и свободы слова. Оно не дает нам равной конкуренции с другими иностранными телеканалами, которые работают в Америке, не будучи зарегистрированы как иноагенты. Мы будем продолжать работать и продолжать с этим бороться. Статус иностранного агента предполагает в том числе, что теперь будет опубликована отчетность канала. И Михаил Саакашвили пригрозил раз в неделю проводить марш в администрации президента Украины. Лидер партии «Рух новых сил», экс-президент Грузии, написал на своей странице в Фейсбуке, что число его сторонников только растет. В свою очередь, Петр Порошенко, украинский президент, обвиняет сторонников Саакашвили в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. В Москве сейчас 2 градуса ниже нуля, давление 743 миллиметра ртутного столба. Днем ожидаются небольшие осадки, +3, +5. Яков Широков, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Говорят, человек должен посадить дерево, построить дом, воспитать сына. Разумеется, не обойтись без поддержки, знаний и, конечно, финансов. Все просто. Чтоб легко финансировать, нужно верно инвестировать. Финам. Инвестируй грамотно. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в городе Уфа. ООО «Финам» УФА. Сулюбы 75. Телефон 216 11 22. Игорь Соленый переезжает в новую квартиру. То есть так, с ипотекой без первого взноса за 520 рублей в день Игорь Соленый переезжают в свою новую квартиру. Группа компаний «Госстрой». Своя квартира по цене аренды. Звони 285 2055. Госстрой.инфо. Заем предоставляет ООО «Госипотека». Ставка 9,9% годовых. Срок займа 30 лет. Заключение договора участия в долевом строительстве жилья. Застройщик ООО «Герал». Проектная декларация на сайте geral.ru. Предложение не является офертой. Бренд-платформа 2017. Двухдневный интенсив по созданию и продвижению брендов. Впервые в Уфе создатели крупнейших российских брендов. 16 и 17 ноября. Уфа. Шератон. Подробности на brandplatforma.ru. При поддержке радио «Эхо Москвы». 18+. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Доброе утро. На «Эхе Уфе» новости, в студии Милюша Латыпова. Обманутые дольщики Башстроя приостановили голодовку в Стерлитамаке. Об этом сообщила представитель инициативной группы Зульфия Гайсина. По ее словам, акция приостановлена в связи с тем, что результаты медицинских анализов, которые взяли у участников голодовки, показали ухудшение состояния здоровья. Напомню, также ранее обманутые дольщики подали в суд города иск к Фонду развития жилищного строительства. Как заявила Зульфия Гайсина, в связи с тем, что судебные тяжбы могут продлиться не одну неделю, рисковать здоровьем не имеет смысла. Активистка также отметила, что чиновники Стерлитамака никак не отреагировали на акцию протеста дольщиков. Добавлю, голодовка длилась 18 дней. В минувшую субботу в Уфе на площади перед городским культурно-досуговым центром состоялся митинг зоозащитников. Акция, которую организовало региональное движение партии «Зеленые», была направлена на привлечение внимания общественности к длительности принятия закона об ответственном обращении с животными. Как сообщила лидер партии, депутат Госсобрания Республики Руфина Шагапова у себя в Инстаграме, митинг посетили более 100 человек. Добавлю, что ранее, 7 ноября, представители движения «Альянс защитников животных» объявили бессрочную голодовку у стен Госдумы в Москве. Активисты потребовали принять законопроект об ответственном обращении с животными. Как пишет независимая газета, через 3 дня после начала акции участников задержала полиция. Позже активистов отпустили, после чего они вернулись к парламенту, чтобы продолжить голодовку. Председателем Госкомитета по информатизации республики назначен Расул Таипов. Соответствующий указ подписал Рустем Хамитов. Должность руководителя ведомства освободилась в конце октября, когда прежний глава Ринат Шагалин занял пост управляющего делами главы региона.
Депутаты регионального отделения партии «Единая Россия» выступили с инициативой ввести в школах полноценный обеденный час. Как пишет Башинформ, основными доводами в пользу увеличения времени стало то, что во многих школах на обеденный перерыв выделяется 20 минут. За это время ученики иногда не успевают даже получить свою порцию. Как пишет портал, по словам депутата Госсобрания региона Рустама Игбаева, решить проблему можно путем увеличения времени обеда до полноценного 40-минутного академического часа. И о погоде. Сейчас в столице -1, облачно. По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем -1, вечером +1. Милюша Латыпова, служба информации, Эхо Москвы в Уфе. С августа 2016-го мнение каждого слушателя «Эхо Москвы» в Уфе может быть услышано, голос учтен, а сообщения прочитаны в эфире любимой радиостанции. Теперь после 9 утра слушайте «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте! Продолжаем утренний эфир на Эхе Москвы в Уфе. Илья Жарницкий. Дарья Кучеренко и за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Тут школьники в Уфе собрали посылки для детей Сирии. В этих посылках консервы, средства личной гигиены, ну и, в общем, всякое такое, что обычно собирают в качестве гуманитарной помощи. Всего собрали 57 посылок. На самом деле это такая... очень обычная новость. Мы регулярно читаем новости про то, что школьники или политические партии в Башкирии, я, конечно, этого не припомню, но в других регионах очень распространено, когда политические партии, которые поддерживают, например, курс президента на Украине, они собирают посылки для беженцев, для тех, кто там проживает в этих районах. Для беженцев это другая история, но и гуманитарный груз, который туда везут. И в Уфе это тоже не какая-то супер необычная новость. Это вполне себе типичная новость про то, что собрали гуманитарный груз для детей Сирии. Эти же дети, как вот рассказал один из школьников администрации города, пресс-службе администрации города, собирали посылки до этого в Крым, Донецк, Луганск, а в День защитника Отечества служащим солдатам. Общий вес этого груза более тонны. И вроде бы новость, но тем не менее мы заметили, что даже у нас в Фейсбуке, куда мы выкладываем все новости, эта новость вызвала обсуждение. И люди как-то не очень верят в искренность детей, которые собирали эту гуманитарную помощь. Они считают, что есть в этом что-то такое фальшивое, что детям сказали так сделать, они по своему желанию скинулись и эти посылки собрали. И поэтому мы хотим бы запустить следующее голосование. А эта акция, которая называется «Доброе сердце» Башкортостана детям Сирии, она у вас вызывает, скорее чувство симпатии, вам скорее нравится эта акция 262 72 47, или вам скорее не нравится. Что-то в ней есть такое, что вас смущает. 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Акция по сбору посылок для детей Сирии. Дети Башкортостана детям Сирии. Эта акция скорее вам нравится, 262 72 47, или она скорее вызывает у вас какие-то неприязненные ощущения, 262 72 48. И свое мнение пишите на номер для СМС-сообщений +7 927 304 10 51. Это, конечно, такой лозунг «Доброе сердце Башкортостана детям Сирии», который очень напоминает про времена страны, которой, слава богу, нет. И когда дети собирали помощь детям развивающихся стран, страдающих под гнетом капитализма и все такое прочее, есть в этом лозунге само что-то такое, отдающее Советским Союзом, надо сказать. Что не умаляет значимость акции на самом деле. А что, это было так плохо, когда в Советском Союзе собирали нуждающимся детям какие-то посылки и помощь? Смотри, по поводу
поводу Советского Союза, в там отличие был от... политический подтекст. Да, я вот про него говорю. Сейчас мы не можем, конечно, утверждать, что он в нем есть, да, и разные мнения здесь могут быть, а там он однозначно был, потому что голодающим детям какой-нибудь не соцблока страны, если такие были, конечно, Советский Союз не собирал эти самые посылки, а вот своим идеологическим братьям или находящимся под контролем Советского Союза еще как собирали. Но в том-то и дело. Вот в этой акции ничего не написано о том, что это акция, например, в поддержку курса президента России, ну, и там внешнеполитического курса. Нет, тогда это проговаривалось, насколько я знаю. И ты сам говоришь о том, что был фильтр какой-то. Хорошо. Здесь это просто дети собирают помощь детям Сирии, потому что там война. Да, это логично. Они собирали Украине, потому что там война. Ну, в общем... Ну, это не единственный регион в мире, где идет война. Война идет, в Африке, вот по всей Африке идет война, и во многих странах, да. Но я не слышал про акции сбора помощи африканским детям, потому что, видимо, там нет зоны российских интересов, но это только мое субъективное мнение, безусловно. Ну, может быть, эти дети по телевизору увидели, сколько новостей про Сирию, и им стало жаль этих детей, они решили им помочь. Даже, может быть, к ним в школу пришли и сказали: вы знаете, вот есть такая акция, да, кто хочет, те присоединитесь к этой акции, например, да, и они присоединились. Тут ведь от каждой школы вот такая не очень-то большая коробка, насколько я понимаю. Да, вот я вижу школа номер 8, вот тут на фотографии дети сидят с этими коробками. В принципе, я не думаю, что это какие-то большие деньги они в это вложили, чтобы купить там мягкие игрушки, канцтовары и средства личной гигиены. При этом они почувствовали себя причастными к тому, что во всем мире считается правильным, добрым и хорошим. Помогать другим. То верно, но еще во всем мире считается правильным, добрым и хорошим в своей стране подобные посылки отправлять тем, кто в них нуждается. В школах проводится очень много акций по поводу сбора средств помощи детям в детских домах. Это и игрушки, и вещи, и все что угодно, и новогодние подарки, поэтому я здесь не думаю, что есть какое-то ущемление прав российских детей. Ну, ты считаешь, что не мешает одно другому, я так понимаю? Нет, абсолютно. Любовь нам пишет, что детей нужно учить сопереживанию. Беда может прийти в любой дом. 262-72-47 – это номер для тех, кому скорее акция по сбору помощи детям Сирии нравится. 262-72-47 вам скорее нравится. 262-72-48 нет, вот есть в этом что-то такое, что вас смущает. Вам скорее не нравится. Ну, давай подводить итоги голосования. Следующие результаты сейчас, почиталось вроде бы все. 27% наших радиослушателей проголосовали за первый вариант. Им скорее эта акция нравится. И очень большой процент получился, 73%. Говорят, что, в общем, их эта акция как-то вот смущает. Ну, в общем, слово «Сирия» играет. Давайте поменяем тему сейчас. И мы, наверное, возьмем тему про фермера, который распространил, или якобы распространил вирус ящера. Ему грозит штраф 3000 рублей, если вина будет доказана, как я понимаю, да? И, значит, начальник управления ветеринарии РБ Вакил Буранбаев, подводя итоги карантинной кампании по ящеру, сказал, что виновник завоза инфицированной скотины, скорее всего, один из фермеров крестьянского хозяйства НУР. И он комментирует ситуацию с ввозом скота из других регионов в Башкирию. Там дело именно в этом. Да, давай мы все-таки сначала поголосуем по поводу вот этих 3000 рублей. НУР – это крестьянское хозяйство в Туймазинском районе. Когда только появилась информация про вирус ящер, в принципе, сразу сказали, что причина в овцах из Средней Азии, которых завезли, они были не привиты, без каких-то ветеринарных сопроводительных документов, и якобы именно от них вот этот вирус распространился на 2 района. 3000 рублей – это штраф, который грозит фермеру, который завез вот этих овец. При этом ущерб от вируса ящера оценивается в десятки миллионов рублей. Только на выплату компенсаций за ликвидированный скот в сельских дворах, в сельских хозяйствах затратили более 29 миллионов рублей. И штраф при этом 3000 рублей. Считаете ли вы справедливым такой
штраф. 262, 72, 47. Да, на ваш взгляд, это вполне справедливое наказание. 262, 72, 47. Или 262, 72, 48. Нет, это, в общем, слишком маленькая сумма за такие последствия. 262, 72, 48. Голосование. Процесс пошел. Считаете ли вы справедливым вот такое наказание для фермера, по вине которого произошло заражение вирусом ящера 2 районов республики? 262, 72, 47. Да, на ваш взгляд, это справедливое наказание. 262, 72, 48. Нет, это слишком маленькое наказание для человека, из-за которого произошли такие последствия. 262, 72, 48. Мне, знаешь, что остается непонятным в этой ситуации, во всей с ящером? Вот тот же самый Вакил Буранбаев говорит о том, что на федеральных трассах много обезличенного скота. Вот недавно там фермер из Челябинской области завез 62 головы крупнорогатого скота, выследили и поймали. Говорит, как Курбан-Байрам начинается, так завозят всяких овец из Дагестана и Калмыкии. Не потому всяких, что, а определенных. Зараженных, что ли, ты имеешь в виду? Нет, ты говоришь всяких. Каких-то определенных отбирают для Курбана-Байрама. Калмыкии овец завозят, они стоят по 1500-2000 рублей. И вот именно с этим связывается распространение вируса ящера. Я не очень понимаю, как это все работает, но если это происходит из-за того, что завозят скот из других регионов, значит, он изначально заражен уже, как я понимаю? Здесь имеется в виду, что завозят скот неважно откуда, из другой страны, из другого региона, завозят скот непривитый, завозят без сопроводительных документов, тщательным образом это не проверяется, или, как утверждает глава ветеринарии, даже если задержали на границе с Башкортостаном, на следующий день хозяин увез скот в неизвестном направлении. То есть при желании можно обойти даже расставленные какие-то препятствия, расставленные правительством республики, и все равно завести скот. Здесь, наверное, вопрос личной ответственности людей за тех животных, которые они завозят. Все равно у меня остается здесь небольшой диссонанс, потому что, из другого региона завозят этих самых овец, да, допустим. А что в другом регионе не проверяют их? То есть в Башкирии все нормально, все поголовье скота там привито и так далее. Нет, об этом не говорили. По поводу ящера вообще говорили, что не прививали, потому что, не было, необходимости это делать. Тут вопрос не в том, что в другом регионе все нормально. Зараженных овец откуда угодно можно привезти, понимаешь? Можно их спрятать, я не знаю, как тебе объяснить. Вот, например, у нас есть возможность вакцинироваться от гриппа, но кто-то вакцинируется, а кто-то не вакцинируется. Да? Даже если тебя там в школе будут заставлять это делать, у тебя есть возможность отказаться. Или, я не знаю, у нас в стране мы все должны платить налоги. Но кто-то же налоги не платит, то есть есть всегда возможность избежать. Но в таком случае это может произойти и в рамках одного региона. Совершенно нет связи с тем, что это завозят скот из других регионов, получается так? Нет, вирус ящера, он распространяется, поэтому если ты его завез, то есть он не может появиться и не распространиться. Но в других регионах его не было, правильно? Он откуда-то должен появиться. Угу. Нет, так тебе говорят, что его же из Средней Азии привезли, а не из других регионов. Этот вирус ящера завезли из Средней Азии. А по поводу Дагестана и Калмыкии, он имеет в виду, что, в принципе, дешевые овцы, мало ли там, наверное, чем они болеют. Вот что имеется в виду. Да. Мы голосуем. Считаете ли вы штраф в 3000 рублей справедливым наказанием для фермера, который завез зараженных овец на территорию Башкортостана? 262, 72, 47. Да, на ваш взгляд, это нормальное наказание. Вот если предусмотрена такая санкция в такого размера штраф, то, в общем-то, и нужно платить столько. 262, 72, 47. Или нет, вот, честно говоря, как-то у вас это не складывается с тем, что такой ущерб, который мы все с вами заплатим, по сути, потому что это из наших налогов, да, это не какие-то собственные деньги государства, это наши с вами деньги. Из бюджета республики десятки миллионов рублей пойдут на это. 262, 72, 48, вам кажется, что в
В этой связи, да, вот на фоне всего этого, это какое-то слишком низкое наказание. 262, 72, 48. Вот я даже не знаю, честно тебе скажу, за какой вариант я бы проголосовала. А я теперь знаю, потому что ты мне все объяснила, и я теперь понимаю, что абсолютно неважно, какой ему назначить штраф этому конкретному человеку, будет он большой или небольшой, это, наверное, вопрос некой объективной справедливости, который, может быть, вообще не существует. Надо принимать какие-то меры, чтобы этот вирус из той же Средней Азии не распространялся. И, ну, вот на этом, наверное, сосредоточить внимание, а не в том, чтобы наказать какого-то отдельно взятого фермера. Но имеется в виду, что, наверное, если мы накажем посильнее, вот я сейчас так думаю, да, если мы накажем посильнее, то люди будут, в общем, задумываться о том, чтобы в следующий раз без проверки, без необходимых прививок и справок ввозить на территорию Республики скот. Это как, знаешь, если бы статья Уголовного кодекса не предусматривала наказание за воровство, например, то люди бы, наверное, вообще воровали и не задумывались. Ну, или если бы там был штраф 500 рублей, то люди бы вообще все поголовно воровали. Это мы возвращаемся к предыдущей теме. Жестокость наказания, она играет роль или сам факт наказания? Так и есть. 262, 72, 47, вы считаете, что это вполне справедливое наказание. 3000 рублей штраф для фермера, который вез зараженных ящером овец. 262, 72, 48 нет, какое-то слишком маленькое. Ну, давай подводить итоги. 28% наших радиослушателей за первый вариант, то есть справедливое, на их взгляд, наказание, и 72% говорят, что как-то маловато будет. Но у нас еще есть одна тема с голосованием, уже тема культурная и историческая, перейдем к ней. Жители республики призывают присоединиться к сбору средств на, не поверите, памятник башкирскому воину-коннику аж в Нидерландах. А что не поверим-то? Ну, я не так часто слышу про Башкортостан в условных Нидерландах или где-то за границами России. В Эстонии памятник Салавату Юлаеву открыли. А, я не знал, кстати говоря. Вот, видишь, это твоя проблема. Это вопрос не в том, что башкиры не знамениты за рубежом. Это вопрос в том, что ты этим не интересуешься. Но башкиры знамениты за рубежом. Инициатива вот установки этого самого памятника, там не только башкирскому воину, но еще и генералу Бенкендорфу, двум муниципалитетам в Нидерландах принадлежит. Это город Херде и Олствея. Половину из необходимых средств, 150 тысяч евро, им уже выделили, а собрать еще 10 миллионов рублей нужно. Это примерно столько же, 150 тысяч евро. И вот, собственно говоря, что мы хотели спросить по этому поводу? Ну, смотри, здесь объявили сбор средств на этот памятник. То есть нужно собрать 10 миллионов рублей. При этом не указывается, сколько Министерство культуры, например, правительство Башкортостана готово покрыть из этой суммы. Написано, что вот каждый желающий может внести свой посильный вклад. Да, написано только, что надо собрать. Вы бы вложили свои средства в установку памятника башкирскому воину-коннику в Нидерландах? 262, 72, 47. Да, вам не жалко на это денег, вы были бы рады быть причастным к такому событию. 262, 72, 47. 262, 72, 48 нет, вы бы свои деньги не отдали, не планируете, не отдадите, у вас может быть миллион причин для этого. 262, 72, 48. Голосование. Процесс пошел. 262, 72, 47, да, вы бы отдали деньги, в общем, вложились бы для того, чтобы помочь республике установить в Нидерландах памятник башкирскому воину. 262, 72, 47. Или вы за второй вариант 262, 72, 48, нет, вы бы свои деньги на это не отдали. Я вот думала об этом, отдала я бы деньги или нет, потому что это вот такой вопрос, который вот сейчас передо мной, вот сейчас пойду, я перечислю эти деньги или не перечислю. Это не какой-то теоретический вопрос, это вполне себе практический вопрос. Я, наверное, нет. Почему? Ну, как-то вот не трогает меня сильно эта тема. Не знаю, вот если бы была масштабная пиар-акция, если бы об этом говорили на разных уровнях, организовали бы сбор средств на улице, в парках, ходили бы, не знаю, там по школам, по офисам и рассказывали бы об этом памятнике, да, об этом архитекторе, о том, в чем смысл этого памятника, о том, что вот смотрите, правительство Нидерландов половину суммы выделило, давайте мы найдем средства
средства для этого, я бы, наверное, тогда вот на волне всеобщего ликования бы вот присоединилась бы к всему этому и деньги бы перечислила. А так как-то вот скучно. Ну и мы, наверное, поясним, да, о каком, собственно, башкирском воине-коннике идет речь. Это воины-конники, которые в 1813 году участвовали в форсировании реки Эйсель на границе упомянутых муниципалитетов и освобождении Голландии от армии Наполеона. Это про войну с Наполеоном все это дело. Я не знаю, имеет ли значение увековечивание памяти той войны, потому что она была очень давно, но все равно интересно, что в Голландии будет стоять такой памятник, и, наверное, какую-то копеечку я бы дал на это просто, потому что это прикольно. Было бы круто приехать в Нидерланды, пойти к этому памятнику и вот подумать, что вот я, между прочим, и сфотографироваться на фоне этого памятника так, как будто это нельзя сделать в Башкирии. Финансирую просто увековечивание памятника в Нидерландах. Я бы такую подпись сделала, если бы я сфотографировала с этого памятника. 262-72-47, вы готовы отдать деньги на установку этого памятника, вложиться посильно в то, чтобы этот памятник открыли в Нидерландах. 262-72-48, нет, вам как-то не хочется этого делать. Ну, у нас 70% радиослушателей абсолютно не хотят вкладываться в историческое наследие. Ну вот. 30% только готовы отдать свои деньги на то, чтобы этот памятник появился в Нидерландах. Мы с вами прощаемся, желаем вам хорошего дня. Сегодня у нас 3 часа персонально ваш. В том же составе услышимся с вами завтра. До свидания. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире кругло.